папироса, она содержит очень много, до 4000 химических соединений, до 4000. Представляете? Там и полоний, там и стронций, там и кадмий, там чего только нету. Вот, очень много всего. И в нашей стране, считайте, 50% населения Земли курит, 50%. В нашей стране курит 60% мужчин. Бизнес хороший. И почти 50% женщин. Вот это все курение, оно ведет к раку гортани, к раку глотки, к раку бронхов. Очень даже хорошо. К хронической КХОБЛ, это хроническая обструктивная болезнь легких. Вот даже вот видите, когда идет вот курильщик, и вот он курит, нос у него синий, руки барабанные палочки, он идет и пыхтит, идет и дышит так. Вот это хронические больные. Это от курения. Вот когда к нам приходят на прием, и там вот слушаешь человека, и у него легкие все булькают. Там одни хрипы, хроническая болезнь легких. Это бронхит курильщика, самый настоящий бронхит курильщика. Это все зарабатывается и девочки, и мальчики, и мужчины, и женщины. Это все зарабатывается за счет курения. Считается, что первые начали курить, это индейцы. Индейцы в Америке майя, да? Майя. Даже когда мы с вами смотрим фильмы про индейцев, там выкуривают трубку мира. Садятся все и выкуривают трубку мира. Но это была просто трубка мира. Просто это считалось за честь, за то, что ты вот своим там знакомым, за то, что ты своим гостям вот эту трубку мира даешь. Вот она шла по кругу, и все выкурили трубку мира. Очень много зависит от нас, от родителей. Если дома курят родители, а дети видят, да, мама с папой чем занимаются? Вот сидят и друг перед дружкой кто кого. Обратите внимание сейчас, идут по улице беременные, у нее во рту соска из папиросы. Здесь у нее живот, а рядом еще идет за руку один киндер, который видит все это. Вот они встречаются, две мамочки между собой. Тут коляска. А вот он стоит рядом, этот детеныш, и видит, чем занимаются его родители. Ну, раз маме с папой разрешается это все, разрешается курить, значит, ребенок думает, что ему можно делать, правильно? Поэтому так и получается у нас. Так и получается, что вот родители курят, значит, и дети будут, ну, дай бог, чтобы не курили, дай бог. В одной сигарете столько всего. Если человек выкуривает за день пачку сигарет, он получает 500 рентген. Вы представляете, 500 рентген. Вот некоторые приходят, говорят, ой, я на рентген не пойду, ой, я на флюорографию не пойду. А вот не подумает вот этот самый, он курит, вот этот, который больной пришел, а он не хочет идти. Сколько ты выкуриваешь сигарет, то есть сколько ты рентген получаешь вот за выкуривание вот этой одной сигареты. Это страшно, но на флюрку я не пойду, на рентген я не пойду. Вот и сравниваете. А вот эта температура вот в этой сигарете, которая вот тлеет, она 700-900 градусов. 700-900 градусов вот эта тлеющая сигарета, вот такой там эта самая температура достигает. Вот сколько всякой дряни мы получаем. К сожалению, вот никотин, который поступает с этой папиросы внутрь человека, он доходит до альвеол. Ну, как у нас получается, там, гортань, глотка, бронхи, маленькие альвеолы. Это самые маленькие разветвления бронхов, самые маленькие. И вот этот никотин, он доходит до этих альвеол, доходит, закупорит, а так как еще вот в этой папиросе есть смола, она еще хуже, чем никотин. И вот эти все альвеолы, они все закупориваются, и поэтому человек не может дышать, у него появляется одышка у человека, сильная одышка, вот они идут и пыхтят. Поэтому подумайте, пожалуйста, ребята, подумайте, прежде чем вот такими делами заниматься, курением, подумайте, очень крепко подумайте о том, стоит ли этим делами заниматься. Оттава, Канада, как вы знаете, это город некурящих. Там все запрещено, вообще курения нет вообще, там все запрещено. В Китае 25% курящих, и у них каждый год умирает 2 миллиона человек от курения. Представляете, 2 миллиона умирает. И вообще это страшная цифра, очень страшная цифра. В Лос-Анджелесе, да, висят табло, и на этих табло вешают тот, кто умер как раз от курения. Представляете, вот идешь по городу, да, и там висит табло, и там вот фамилия знакомого. Вот он умер от курения. А с одной стороны, знаете, даже это здорово. Я, например, тоже бы у нас вот в Канаше повесила табло. И вот, пожалуйста, кто умирает от курения. Вот, и, может быть, маленечко другие люди подумали о том, что к чему все это ведет, когда увидели своих знакомых, своих родных и близких. Вот тот, кто курит, у них чаще развиваются инсульты. Как вы знаете, да, слышите, наверное, в городе. Опять попал в больницу, чем с острым инсультом, с чем попал, с инфарктом. У них, понимаете, вот когда вот этот никотин доходит до сосудов, происходит спазм сосудов. У гипертоников в это время происходит гипертонический криз, у них поднимается давление.
сужение. У сердечников происходит вот сужение этих сосудов, сосуды суживаются, и кислород до сердца и до головы доходит хуже, потому что все перекрывается, и поэтому получается и инсульты, и инфаркты. Как я говорю, язвенная болезнь желудка, онкология, вот как раз это у нас все идут курильщики. Поэтому подумайте, пожалуйста, девочки и мальчики, прежде чем начать, и если вы курите, маленько подумайте, что вас ждет дальше. В результате употребления табачных изделий развиваются заболевания практически всех органов и систем. Наиболее распространенные последствия – болезни сердца и сосудов, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, атеросклероз, инсульт, болезнь периферических сосудов, аневризмы, болезнь дыхательной системы, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфиземы, бронхиты, трахеиты, пневмонии, бронхиальная астма, болезни пищеварительной системы, язвы желудка, эзофагиты, гастриты, болезни эндокринной системы, сахарный диабет, остеопороз, катаракта. Атеросклероз сосудов нижней конечности есть, когда мужчины, взрослые мужчины, даже молодые, сейчас идут и говорят, вот у меня ноги болят, да, начали болеть ноги, приходят к нам. Мы начинаем искать причину этих болезней. А причина этих болезней – курение, натуральное курение. Когда человек долго курит, я же вам говорю, что по всех сосудам вот этот никотин идет. Он оседает эритроцит, там все повреждается, а эритроцит у нас переносит кислорода. То есть в сосуды нижней конечности точно так же не доходит кислород. Питание нарушается. Ежегодно у нас производится около 200 миллиардов сигарет. Представляете, цифра? Около 200 миллиардов сигарет. Причем 45% из них крайне дешевые. Состав табачного дыма. Табачный дым представляет собой концентрированный аэрозоль, смесь газов и твердых частиц. В его состав входит более чем 4000 разных химических веществ, в том числе 60 канцерогенов, то есть веществ, которые вызывают онкологию. Газовая фаза включает в себя угарный газ, цианистый водород, аммиак, формальдегид, диметилдинитрозамин, твердый никотин, смолу, бензопирен. Вот активный курильщик. 1 сигарета. Угарный газ 18,4, пассивный 9,2. Оксид азота. Активный 0,3, пассивный 0,2. Альдегиды. Активный 0,8, пассивный 0,2. Цианид. Активный 0,2, пассивный 0,005. Акролеин. Активный 0,1, пассивный 0,01. Твердые жидкие вещества 25,3 активно, 9,3 пассивных. У вас есть родители, у вас есть папы, мамы, которые вам сделают замечания, которые будут вас учить, как правильно жить, как курить или не курить, пить или не пить. Я просто вам говорю как медработник, как врач, как мама, как бабушка. Вот эти самые. Пожалуйста, подумайте немножко. Потом вот он локоток, но его уже не укусишь. Далеко он будет, но его не укусишь.